Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем нетрезвого водителя, который устроил аварию на улице Мусина. В больницу зачем не поехали? Спиздил. Да что с ним ехать? Что он рассказал? Пьяники. Все, вопросов нет. И что решил утаить? Я никогда не езжу. Расскажем, как 20-летний молодой человек попал под колеса «Лады» на дороге-дублере проспекта Ямашева. Как будто вот сам лег на машину прям вот. И куда он так спешил. Сказал, что дорогу перебежать хотел. А также попытка кражи из магазина. Денег не было, что ли? Нет у меня денег. Это и не только прямо сейчас. Водитель «Лады Калина» задел заезжающую во двор иномарку, когда, не вписавшись в поворот, сдавал задним ходом. Удар был не сильный, «Лада» не пострадала вообще. У Киа небольшая царапина на бампере. Но когда ее водитель вышел из автомобиля, он понял, что «Ладой» управляет сильно нетрезвый мужчина. Ему было смешно. За несколько минут до этого мужчина за рулем «Лады» хотел развернуться на улице Мусина, но не рассчитал траекторию и уперся передним колесом в бордюр. Забор не задевал, машину в этом месте разбил, видимо, до этого. И когда сдал сдавать назад, зацепил Kia, которая заезжала во двор. Вот так и стоял, и начал, видите, он не поместился, видимо, в поворот, и начал назад сдавать. Я думал, на вас так. А я заблаговременно предупреждаю его, нет, он руль выкручивает и влетает. Догадаться, в каком состоянии мужчина сел за руль «Лады», было несложно. Язык водителя заплетался, от него пахло спиртным. Владелец иномарки тут же вызвал автоинспекторов. У вас имеются признаки алкогольного опьянения. Трубочку будем дуть? Нет, трубочку не будем дуть. Почему? Потому что пьяники. Все, вопросов нет. К врачу наркологу. Вопрос нет. Вопрос нет. Один вопрос есть. К врачу-наркологу поедем мы на свидетельство? Нет. Не поедем, да? Да, все, вопросов нет, все. Слышали? Отказывается. И если автоинспектору мужчина признался, что пьян, то через минуту говорил совершенно обратное. Я никогда не пью перед... Ну вы же пьяный. Я никогда не пью перед телевидением. А ехали далеко? Я никогда не езжу. Убери свою камеру, паразит. В больницу зачем не поехали? Спиздил. Да что с ним ехать? Утром, когда протрезвел, мужчине, скорее всего, было уже не до смеха. Его машину забрали на штрафстоянку, его самого ждет лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. По закону отказ от медосвидетельствования приравнен к вождению в нетрезвом виде. Рамиль Шайдуллин, Константин Бушуев, «Вызов 112». 20-летний молодой человек попал под колеса «Лады Калина» на дороге-дублере проспекта Ямашева. Водитель рассказывает, что ехал очень медленно, но удар был довольно сильный. У легковушки разбито лобовое стекло и фара. Он выскочил прямо перед колесами из-за припаркованной «Газели». Пострадавшего госпитализировали, но, как считает водитель, он, возможно, тем самым спас пострадавшему жизнь. Каким образом, знает Вероника Гайнудинова. Он сам прыгнул, можно сказать, потому что, это никак не как будто вот сам лег на машину прям вот. Там группа лиц была, в общем, и он отдельно как-то выбежал. Подруга водителя «Лады» сильно испугалась, говорит, переволновалась из-за сбитого человека и из-за своего парня. Ситуация крайне неприятная. Они ехали по дороге-дублеру проспекта Ямашева. Вдоль обочины припаркованы машины, и обзор сильно ограничен. Водитель «Лады» уверяет, хоть и ехал предельно медленно, избежать наезда он не мог. Ехал 20 км в час на первой скорости. Подъезжаем. Из-за «Газели» выбегает резко. Я сразу по тормозам и не успеваю тормозить. Здесь гололед. Невозможно просто. Водитель рассказывает, молодой человек был не один. Рядом были 4 его товарищей. Но они просто стояли рядом. На дорогу выскочил он один. Удар был довольно сильный. У автомобиля разбито лобовое стекло и правая фара. Сбитый молодой человек жаловался на боль в ноге. Врачи также заподозрили у него возможное сотрясение головного мозга и госпитализировали пострадавшего в больницу. Он сразу сказал: я виноват, да, я виноват. Все.
А куда он бежать хотел? Через дорогу? Сказал, через дорогу перебежать хотел. Возможно, что водитель «Лады» таким образом спас пешеходу жизнь. В этом месте в заборе, ограждающем проспект Ямашева от дороги дублера и тротуара, не хватает пары секций. И выбежав, не глядя на оживленную трассу, молодой человек серьезно рисковал жизнью. Отрезвый? Ну, непонятно, как-то пахло от него странно. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, вызов 112. В убийстве 2 человек подозревается 51-летний житель Чистополя. Тела, изрубленные топором, нашли во время тушения пожара в частном доме на улице Горького. Как установили следователи, подозреваемый пришел домой к своему знакомому, чтобы зарядить телефон и фонарик. В это время у него был гость. Скоротать время втроем решили за бутылкой спиртного. Во время распития алкоголя подозреваемый поссорился с хозяином дома. Последний стал упрекать его в том, что тот приходит к нему заряжать аппаратуру. В результате между мужчинами произошла драка, после которой подозреваемый взял из теней топор и расправился с хозяином. Затем, подойдя со спины ко второму мужчине, убил и его. Затем, согласно уголовному делу, подозреваемый поджег дом и, похитив имущество потерпевшего, скрылся. На записях камеры наблюдения видно, как он идет от горящего дома с телевизором. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Также следует отметить, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство и совершение грабежа. При этом последний раз из места лишения свободы он освободился в марте 2021 года. Сегодня в Советском суде Казани оглашали показания пострадавших по делу об аферах в кредитно-потребительском кооперативе. Организаторы компании 36-летнего Сергея Купцова обвиняют в мошенничестве на общую сумму почти 450 миллионов рублей. Пострадали 1400 человек. Офисы располагались по всему Татарстану, в Екатеринбурге и Ижевске. По версии следствия, с 2006 по 2014 годы мужчина привлекал деньги вкладчиков, суля хорошие заработки. Обещанная ставка доходила до 120% годовых. На заседании никто из потерпевших сегодня не явился. Некоторые показания озвучивала сторона обвинения. Я заключил с кредитным центром договор от 21.01.2012 года о передаче личных сбережений на сумму 100 тысяч рублей. Номер договора я уже не помню. Вложиков по 30% годовых сроком на 12 месяцев. Сам подсудимый вину не признает, утверждая, что никого не обманывал. Следствие по делу длится с 2014 года. В начале этого года Сергея Купцова отпустили из следственного изолятора. В общей сложности под арестом он был 6 лет. А с учетом того, что день в СИЗО засчитывается за 1,5 в колонии общего режима, его могут отпустить прямо из зала суда, даже признав виновным. К слову, помимо обвинения в этом мошенничестве, Сергей Купцов был участником гонки в наркотическом опьянении 10 лет назад. Тогда, скрываясь от полиции, он повредил 14 автомобилей. На его счету авария, в которой погиб человек, и судимость за незаконный оборот наркотиков. Целую корзину продуктов вытащили из карманов нетрезвого мужчины сотрудники одного из магазинов на проспекте Ибрагимова. Он воспользовался часом пик, когда магазин был полон покупателей, рассовал по карманам все, что приглянулось, и попытался выйти. Его план мог бы увенчаться успехом, если бы не бдительность сотрудников супермаркета. В карманах не было. Хотел выйти. Воспользовался потоком народа. Попытался выйти. Сотрудница наша вовремя заметила. Продавцы мужчину задержали и вызвали полицию. В отношении него написали заявление о попытке кражи. Подозреваемого доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Денег не было, что ли? Нет у меня денег. А в другом магазине той же сети задержали девушку, которую заподозрили в краже выпечки несколько дней назад. Тогда задержать ее не удалось. То, что товар она не оплатила, продавцы поняли позже, отсматривая записи камер наблюдения. Но запомнили ее лицо. И сейчас, когда вновь увидели ее в магазине, вызвали сотрудников полиции. Сама девушка суть претензий к себе объяснить не пожелала. Моих интересов побыстрее все решить, а не на телевизор рассказывать. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.